Єврорадіо.ФМ. Вітаю усіх слухачів Єврорадіо. Студії для вас працює Дмитрий Лукашук. Як звичайно, нас можна і слухати, і глядіти праз аккаунти Єврорадіо в соціальних сетках. Фейсбук, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. Наш сённяшні гость – політолог, эксперт фонда Карнегі Балаш Ярабік. І ми з ним проговоримо про сённяшнія самые актуальные події, взаимоотносины поміж Беларусью и ЕС, Беларусью и Злученными Штатами, Беларусью и Россией. Потому что Балаш Ярабік без лишних слов, человек, як кажуть, обознаны во всіх гэтых темах. Добрый день, Балаш. Добрый день, и дякую. Балаш, как я уже презентовал, вот поговорим на все актуальные темы, и, может быть, самая такая звучная, ну, мы же любим все, что более такое ярко в новостях звучит, это заявление Владимира Зеленского, вернее, предложение, которое он озвучил руководителю России Владимиру Путину, встретиться в Минске в расширенном формате вместе с президентом США Трампом, премьер-министром Великобритании, лидерами других европейских стран, чтобы так вот провести такой широкоформатные переговоры по Донбассу, по Крыму и так далее. Насколько реально? Вот Минск сказал, естественно, мы готовы, дадим площадку, обеспечим все в лучшем виде. Насколько реально, что такая встреча действительно может произойти в Минске, что сюда приедет Трамп, премьер-министр, ну уже, конечно, не Тереза Мэй, но кто-то там другой, кто займет этот пост. Наверное, Борис Джонсон. Да, но вот возможно такое или нет? Я думаю, что это возможно, но не сейчас. Почему? Потому что это ролик. Это был ролик президента, типа именно вот с сегодняшних дней заканчивается предвыборная кампания. На Украине просто там в воскресенье, если не ошибаюсь, 21 июля будут парламентные выборы. Поэтому это выступление президента надо понимать и в рамках предвыборной кампании. И тоже, если просто обратиться внимание, что он говорит, первый он выступал для украинского избирателей, и он говорил, что если так, как разговор, так разговор. Да, это просто очень было подобное вот на стадион, просто тоже на предвыборчую кампанию, уже на президентских выборах в марте. Поэтому я это читал сразу, что это, компания, да, и тоже, это вот это PR, это public relations, компания и коммуникации, Тим Зеленского офигенно хорошо делает. Это просто был, слишком хорошая тема, вот это вот, не сделать такие обращения. Там тоже очень интересные были нюансы, что с украинцами он говорил на украинском, да, и потом обращение к Путину он уже сделал по-русски. Часто же бывает так, что какие-то такие информационные посылы, которые идут, может быть, сугубо в конве рекламной кампании, потом действительно реализуются в жизнь. Вот вы сказали, что это возможно, но не теперь. То есть это действительно возможно, а не теперь это когда? Вот это вопрос, когда. Я думаю, что только тогда, если уже будет что-то подготовлено к Донбассу. Если будет какие-то изменения к Донбассу, и пока у меня просто новая статья именно, каким образом формулируется политика Зеленского к Донбассу, пока я вижу, что украинская сторона не готова. Я думаю, что в Москве это тоже просто так читают, поэтому Путин очень держанный, просто высказывал по поводу этой встречи. Тоже надо обратить внимание, что всегда, когда были минские встречи, там была подготовка. Но другая подготовка, чем сейчас, и дипломатическая, но военная. Да, всегда и первая минская встреча, и вторая минская встреча была русская инвазия. Да, что просто подтолкать Украину к кому-то компромиссу. Сейчас другое дело. Сейчас есть новый президент, будет новое правительство после выборов в воскресенье этой недели. И новый президент и новое правительство готовят новую политику. Эта новая политика, это более гуманитарная, как они говорят. Надо людей с Донбассу
просто концентрировать вот новую политику на них. Поэтому там идет в основном гуманитарная подготовка, имея в виду улучшивать ситуацию просто в всех этих пунктах, где вот донбасские пересекают просто не границу, а вот этот контакт-лайн, да, как бы линию контакта, там тоже улучшивать просто получение пенсии и даже на другой стороне. Практически это изменение украинской позиции, что на оба стороны живут украинцы, что не одна сторона чисто Россия, и вторая сторона это Украина, а на другой стороне тоже живут украинцы. Это тоже просто вот этот факт, что на другой стороне тоже есть украинские солдаты, которые воюют против Украины, не только российских солдатов. Но это очень принципиальное изменение украинской позиции. Но пока Зеленский, это моя оценка, я думаю, что он не готов встретиться с Путиным один. Поэтому он хочет влечь западных, Великобританию и США до этого процесса. Это тоже результат очень масштабной дипломатии в основном США, которые видели уже в декабре, в январе предыдущего года и этого года, что Порошенко не выиграет выборы. Что действительно уже в январе было, я тоже об этом писал, что Зеленский может выиграть выборы, и подготовили к этому, да, и начинали скорее работать и с тимом Зеленского. Уже было первое просто такое путешествие в Вашингтон тима Зеленского уже в марте, еще перед первым туром президентских выборов. Поэтому тут американцы очень масштабно включились до этого процесса и очень хорошо анализировали ситуацию, что и как. Почему Зеленский не готов? Потому что практически Зеленский до сих пор мы видим более импровизацию. Я думаю, что этот правильно делает оценку на человеческий фактор, на гуманитарную ситуацию. На другой стороне, у них нет кадров. Да? До сих пор практически один человек, Вадим Пристайко, который должен быть министром иностранных дел, который держит всю внешнюю политику. Там не просто кадры и людей в теме Зеленского, которые с этим разбираются. Поэтому Зеленский тоже, именно как Порошенко, пытается мобилизировать западную поддержку для Украины. Да? Там нет изменения, и пока не готов к встрече Путина, потому что ситуация пока не готова. И второй момент, и заканчиваю. Я так читаю, это мой анализ, что украинская сторона не готова пока к реинтеграции Донбасса. Первый раз Зеленский начинал звучить, сколько это стояло. Украинская сторона начинает вычислить и использует сумму где-то 11 миллиардов долларов. Да? И это, конечно, для Украины астрономическая сумма. Я не знаю, откуда, пока анализ я не видел, откуда эта цифра просто вышла. Но на другой стороне, это тоже украинцы готовы к компромиссу, они хотят мир. В Донбассе они хотят заканчивать эту войну, потому что я думаю, что украинцы сделают ясную коннекцию между войной, да, и тоже между очень слабой экономикой Украины, там нет инвестиций, и, конечно, есть тут коннекция между этими факторами, и тоже украинцы не хотят реинтеграцию, потому что слишком дорого стоит экономически и тоже политически. Поэтому Зеленский более-менее хочет заморозить конфликт, улучшивать экономику, просто улучшивать, более инвестировать в юго-восточную Украину. За последних 5 лет государство Порошенко просто более концентрировало на западную и среднюю Украину. Поэтому они хотят какой-то баланс нести вот этих отношениях внутреннюю отношения Украины, заморозить конфликт и концентрировать больше не только на человеческий фактор, но тоже на экономику и на информацию, что касается информационную войну, что касается просто другую сторону Донбасского конфликта. Но вот, несмотря на то, что это заявление о встрече в Минске было такое в рамках избирательной кампании, тем не менее она хорошо ложится и на белорусскую избирательную кампанию будущую. Вот если бы встреча эта произошла, скажем, там, в течение года, пускай себе, накануне президентских выборов в Беларуси, это было бы
очень на руку лидеру Беларуси на этих выборах. Да, может быть. Я думаю, что в основном Александр Григорьевич этого ну, как бы, и ему это не надо, выиграть выборы. И, конечно, это было бы огромный результат, что касается изоляции, да, Белоруссии, что это если просто американский президент, последний раз тут американский президент, если я не ошибаюсь, был в 97-м. Да, Клинтон. Да, Клинтон. Поэтому, конечно, это был действительно большой результат. Я думаю, что американская сторона пока тоже не готов. Так как Зеленский не готов сделать какой-то большой мир в Донбассе, потому что Россия не готова тоже. Пока очень сильные играют факторы, разные факторы статус-кво и в Киеве, и в Москве, и в США. То, что мы видим, есть какое-то изменение отношения уже начинаются. Да? И именно что касается США и России. Что я имею в виду? Вышел репорт Мюллера. Да, что касается Трампа, и это ясно просто говорит, что вот там никакое сотрудничество как такое, прямое сотрудничество просто не было. До этого так называемый Russiagate. Да, в американской политике начинает исчезнуть. Да, пока демократическая партия еще питает, там есть попытки, но я думаю, что демократическая партия понимала, что на этом фоне выиграть против Трампа в следующем году, потому что не только в Белоруссии будут выборы, а в Америке тоже невозможно. Вторая. Есть попытка Трампа улучшать отношения с Россией, но это еще опять. Вот Russiagate был практически и 3 года идет, это есть влияние, и есть, но это еще слишком свежая тема, поэтому я думаю, что какой-то большой договор с Россией невозможно делать. Но то, что изменяется просто в постсоветском пространстве, это уже не сколько, это просто влияние украинского конфликта на целый простор. Что я имею в виду? Не американцы, не европейцы и не Россия в никаком образом не мешался в армянской революции. Да? Это именно державная позиция России, что это было для меня как бы сюрприз. Потому что там у них есть российские войска, просто это классическая цветная революция, да, что произошла. Пришел национальный лидер, и они ничего не делали. Никакого геополитического элемента там не было. Это первое. Второе. То, что практически американцы не поддерживали Порошенко на украинских выборах. Именно как Россия била против Порошенко. Да, конечно, Россия не поддерживала Зеленского тоже. И американцы, держат его, так они говорили, что все равно выиграет, но они видели, что Зеленский выиграет. Это второе. А третье. Первый раз мы видим, что европейцы и американцы, и Россия поддерживала новое молдавское правительство. Да? Но тут тоже в основном это Россия, которая практически первый раз за последние 25 лет поддерживала ясную проевропейскую государство. Да, такого я пока не видел. И, конечно, все были против Плохотнюка, поэтому тут налаживается какая-то новая форма. Не сотрудничество, это не было сотрудничество, а новая форма соглашения, просто где, что мы делаем, каким образом. И первый раз я вижу, что все европейцы, американцы и Россия может поддерживать одинаковую политическую силу. И это большая разница. И это, я думаю, что именно влияние украинского конфликта, именно то, что цена геополитического конфликта может быть очень высокой. Вот в Украине 13 тысяч мертвых. Это може означать, что коли будзе нейкая, скажем, там не рэвалюцыя, а змена улады, транзит улады, там трансформация улады в іншай краіне, то Россия и США, там той же самой Европа не будут вмешиваться. Практически это что происходит, но в Молдавии они уже вмешивались. Именно Россия через Додона, да, то, что Россия натолкнула, Москва натолкнула Додона поддерживать Санду,
да, и сделать такую-то практически, ну, коалицию, которой никто не подумал, что это реально геополитически реально, это уже как бы вмешательство, но для сторону проевропейского государства. Такого еще не было. Мы перервемся на невеличкую паузу. Я нагадаю, что у нас у гостях політолог і эксперт фонда Карнегі Балаш Ярабік, Дмитрий Лукашук у студии. Говорим про сённяшнія знешнія стасункі Беларусі з іншымі краінамі. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. У аўторак у Баранавічах затрымалі падазраванага ў мінаванні чыгуначнага вакзалу. Яму 39 гадоў. Паведамленне пра выбуховае прыстасаванне на вакзале паступіла ў аператыўныя службы па тэлефоне. Невядомы мужчына тэлефанаваў з таксафона. З будынка эвакуявалі 70 чалавек і абшукалі прылеглую тэрыторыю будынак. Аднак высветлілася, што прыладаў ніякіх няма і вакзал працуе ў звычайным рэжыме. Нагадаю, што ўчора ў абласных цэнтрах нашай краіны такім жа чынам замінавалі офісы БРСМ. Паведамленні прыходзілі праз электронную пошту, але ніякіх выбуховых прыладаў таксама выяўлена не было. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі загадаў распрацаваць стратэгічны план, каб Украіна магла прэтэндаваць на правядзенне алімпійскіх гульняў. Нам патрэбны амбітны план, што мы гатовыя за 3-4 гады ўсё пабудаваць і прыняць алімпіяду. Цытуе Зеленскага ягоная прэс-служба. Соцсетка Twitter пераводзіць сваіх карыстальнікаў на новы дызайн сайта. Гэта тычыцца карыстальнікаў персанальных кампутараў. Яны атрымаюць магчымасці карыстацца і новымі функцыямі. Лукашенко ляціць у Расію з рабочым візітам 17 ліпеня. Спачатку ён нефармальна сустрэнецца з Пуціным на Валааме у знакамітым манастыры. А 18 ліпеня адбудзецца і афіцыйная сустрэча ў Санкт-Петербургу падчас пленарнага паседжання 6-го форума рэгіёнаў Беларусі ды Расійскай Федэрацыі. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Дмитрий Лукашук і разам з маім госцем, палітолагам, экспертам фонда Карнегі Балашам Ярабікам мы абмяркоўваем актуальныя падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі і вакол Беларусі. Балаш, вот как сейчас сказали в наших выпуске новостей, 17 числа Лукашенко будет встречаться с Путиным на Валааме, где по предварительным, так сказать, информации они будут обсуждать или согласовывать позиции по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного государства. В то же время, вот буквально на днях, по-моему, в Блумберге была статья под заголовком, что Путин отказался от маленькой победоносной интеграции Беларуси в состав России. Твое мнение, как все-таки чего ждать? Насколько вот возможно, что в результате этой такой интеграции, которую многие эксперты называют в кавычках, действительно стоит за целью, ну, я не знаю, не скажешь аннексия, ну, как бы вхождение Беларуси в состав России. Насколько эта опасность существует, Беларуси потерять свою независимость и суверенитет, и как к этому относятся на Западе? Начинаем с вторым вопросом. Вот на Западе это, конечно, вот возможная аннексация Беларуси или интеграция Беларуси и России, чтобы Беларусь бы потерял суверенитет, это, конечно, вызывает большой интерес. Да, интерес, так, в смысле, что, а вот сейчас посмотрим, да, как вот, оно... Вот интерес, да, интерес опять, что вот опять Беларусь как тема, как субъект, да, к сожалению, а не объект, просто возвращается в международное внимание. Да, вот посмотрим, что, как эта интеграция просто будет проходить. Там тоже есть много на Западе внимания, это в основном, ну, как бы в основном
так выражаются украинские, польские, литовские, балтийские просто аналитики, что Беларусь уже не так самостоятельный, но все равно уже просто эта интеграция произошла, не имея в виду союзное государство, а имея в виду Евразийскую, Евразийскую унию и разные другие, что Беларусь уже практически потеряла самостоятельность, что касается военных вопросов. Но я лично так не читаю, но вот это очень... Вот тут, конечно, я всегда это говорю с белорусскими коллегами, что вот это отношение именно с соседями и вот этими аналитиками было бы лучше. Ну, просто там вот этот слишком алармистические анализы именно приходят от вот этих стран. Да, и это просто высказывает тоже качество отношения между этими соседскими странами и с Белоруссией. Вот это надо обратить внимание. Но я считаю, что Россия не намерена аннексировать Беларусь. Они поменяют подход, а не первый раз, да, к Белоруссии. И практически я считаю, что вот цель вот этого подхода, поменяния подхода, это платить меньше Белоруссии. Да? Это просто снижать ренту, как мы говорим, rent-seeking. Да? Это просто то, что субсидии, российские субсидии, которые вот через вот нефть и газ получает Беларусь, Россия не намерена вот, продолжать. Но Россия практически вот поменяла первый раз подход в 2006 году, сразу после президентских выборов, может быть, что ты помнишь, поэтому тут ничего нового нет. То, что нового, это что они подтягивали эту интеграцию, практически говорят, что интеграция первая, а потом деньги. Да, первая интеграция, а потом деньги. Я думаю, что подход, они это делают, потому что они очень хорошо понимают в Москве, что Беларусь интегрироваться не хочет. Ну, тогда деньги тоже не получают. И я так считаю, что это более подходит к сегодняшней подготовке России к следующей кризе, глобальной экономической кризе, которой очень много читают, что это неизбежно, и Россия к этому готовится очень, ну, как бы... То есть начинает сильно, экономить. Не начинает, а уже несколько лет очень экономит. Там практически очень фискальные консервативцы у власти, что касается, ну, надо просмотреть Нацбанк, Министерство финансов, Министерство экономики. Это фискальные ястребы, если я могу просто так выражать, имея в виду, ну, как бы консервативцы, которые, ну, надо посмотреть, долг России где-то на уровне 12-13% ГДП, да, GDP, резервы уже больше 500 миллиардов долларов, никогда так высоко не были. Вот бюджетный сурплус только предыдущий год в России был 44 миллиарда долларов. Поэтому есть в России достаточно денег, чтобы стимулировать экономику. Они в этой этапе не хотят. Я думаю, что они думают так, что будет криза, это неизбежно в какой-то форме, и надо быть к этому фискального фит. Вот, и вот до этого, конечно, пришел белорусский вопрос, кто хочет только денег дать Белоруссии и за что. Да, и вот интеграция более-менее вижу через такую как бы рамку. Да, может быть, и я не исключаю вообще, что есть такой план в Москве, в Кремле, что, конечно, решать проблему Путина в 2024, кстати, именно когда будет и вопрос транзита власти в Беларуси 24-25. Ну, посмотрим, что следующий мандат просто президента Лукашенко будет последним. Это просто вопрос, кто знает, я думаю, что никто. Но вот именно вот этот тайминг, да, вот это начасование вот этого всего возникает, конечно, возможность, я думаю, что есть такой план, что да, через интеграцию возможно делать Путина. Ну, но я думаю, что в России совершенно это один из возможных планов, совсем не первый.
совсем не сами реальные. Я думаю, что Россия, это уже видим, что Россия уже начинался другие возможности искать, например, изменения электорального системы, которые думают, что совершенно более подходит к России, каким образом просто удержать власть, чем искать какой-то такой международной и потенциального взрывающей ситуации, как возможная аннексация страны, которые, конечно, я думаю, что Беларусь будет сопротивляться. Как это видно, просто, что Беларусь не хочет интегрироваться, я думаю, что этого будет произойти. Конечно, вопрос для Беларуси, возможно ли какой-то и на каком уровне, возможно ли сохранить российские субсидии. Я думаю, что там тоже план Б – это искать других источников финансирования, торговли и так далее. И это совершенно нормально, это происходит. Конечно, структурально, и что касается торговли, очень не знаю, что возможно, я не эксперт на торговле, я не знаю, насколько возможно поменять российские просто субсидии, если поменять вообще быстро. Но возможность адаптации белорусского государства есть, и они не один раз просто доказывали, что вот они это, как это, мастер-класс, да, но что касается адаптирования, я думаю, что это тоже будут нам опять предложить. Таким образом, эксперт фонда Карнеги Балаш Ярабик уверен, что такой аннексии Белоруссии путем углубления интеграции со стороны России не будет. В то же время ты отметил, что многие эксперты зарубежные, литовские, польские, там, украинские, может быть, и в других странах, уверены, что разговор о возможной потере Беларуси своего суверенитета идет, и он реален. В этой ситуации, если там западные лидеры там читают этих экспертов, может, прислушиваются к ним, будут ли они как-то реально оказывать помощь в Беларуси, если увидят, что вот-вот, завтра-послезавтра есть угроза потери суверенитета Беларуси? Я думаю, что это внимание, это положительно, это возможно использовать. То есть внимание и все, больше ничего? Пока больше ничего, потому там что деньгами, каким образом... оружием... Да. Но Запад, конечно, Запада никакая интеграция или никакая аннексация уже вообще просто не приняла, но вопрос, что Запад может делать. Тут Запад играет гораздо меньшую роль, чем в иных государствах, именно в Украине или в Молдавии. Тут нету даже, вот тут вопросы, например, которые Беларусь толкает, что нет правные отношения даже между Евросоюзом и Белоруссией. То до сих пор существуют санкции, да, но замороженные, до сих пор есть санкции между отношениями Евросоюзом и США. Вот тут есть еще огромные вывозы просто и возможности, и потенциал. Но вот это внимание надо было использовать, что этот потенциал использовать просто... Я не хочу говорить, что наближение за Западом, а как минимум уточнение позиции и вот это отношение сделать более выгодные для Белоруссии и тоже для Запада, в основном Евросоюза. Балаш, вернемся еще к теме избирательной, выборной. Выборы в Беларуси приближаются, парламентские, президентские. Я слышал от одного человека, тоже который... просто так говорить не будет, а в теме, как называется, о том, что, скажем, то, что произошло в Беларуси в 2010 году, этот так называемый штурм Дома правительства, что все это было спланировано и подтолкнуло к этому всему именно Кремль, Россия, чтобы подтолкнуть белорусскую власть к тем действиям, которые она и совершила, и в результате, чтобы Беларусь ухудшила свои отношения с Западом. Потом все вот эти вот последние наезды, как говорится, на бизнесменов, на бизнес. Это тоже все как бы делается со стороны России, провоцируется. Это их план такой. Поскольку в последнее время действия нескольких лет белорусского правительства привели к тому, что белорусский бизнес был двумя руками за Лукашенко. Молодец, мол, все меняет, хорошо делает, и они были готовы его поддерживать, и там чуть ли не в избирательные штабы к нему идти. Сейчас по-другому ситуация. И вот приближаются выборы, говорят, вы еще посмотрите, как проявит себя Россия
на этих выборах, что парламентских, что президентских. Как ты считаешь, насколько все-таки реально, что какие-то внешние игроки включатся в эти наши электоральные кампании, как с Востока, так и с Запада? Ну, я думаю, что вот именно сейчас мы увидим более внимание и, может быть, вмешательство с восточной стороны, чем за западной стороны. Запад как бы перестал поддерживать оппозицию или уже в гораздо меньшем степени поддерживает. Я думаю, что вот этот путь, что сейчас каким-то образом оппозиция поменяет режим, да, Лукашенко, это практически никто на Западе не рассматривает. Я тоже думаю, что никто просто в Москве вот это не пересматривает таким-то образом. Я думаю, что местные факторы тоже в 2010-м играли гораздо большую роль. Да, сопротивление, оппозиция и силовиков, и, наконец-то, вот то, что вот с точки зрения государства они говорят, что это была провокация, с оппозиции, с другой стороны говорят, что это была провокация КГБ, а может быть, что оба, и они просто вот, да, вот я думаю, что это возможно. Я думаю, что все оба стороны просто какой-то научили какой-то урок из этого, это первое. Второе, то, что касается отношения, ну, я думаю, что следующие выборы пока с точки зрения Запада это не так интересно. Гораздо интереснее будет, что будет после. И я имею в виду транзит власти. Я думаю, что это будет неизбежный транзит власти. Вопрос, что будет после Лукашенко, каким образом изменяется политическая система в Беларуси, каким образом на это будут внешние факторы, как бы влиять или играть. Это гораздо интересный вопрос, но это вопрос будущего, следующих 5-6 лет. Да, и тут я думаю, что в рамках этого транзит власти очень важно, какие будут отношения и разными секторами, частным сектором, силовиками. Да, каким образом, если белорусское государство научится не только контролировать, а регулировать. И это будет самый большой вопрос. А если научиться, тогда я думаю, что мы можем увидеть очень интересные вещи здесь. Балаш Ярабик знает о такой программе Еврорадио, как «Идея X», где мы формулируем, пытаемся формулировать национальную идею для Беларуси. И он тут перед эфиром так полушутком, но полувсерьез сказал, на ближайшие 5 лет национальной идеей для Беларуси должна стать идея транзита власти. Это, конечно, хорошая идея, но насколько в реализации такой вот идеи может играть какую-то роль белорусский народ? Ну, должен. И это вопрос, каким образом, кто должен влиять на транзит власти. Имеем авторитарную страну. Ну, имеем, что имеем, да, на другой стороне тут тоже просто как бы власти достаточно популистические, да, они очень внимательно просто исследуют, каким образом просто и что белорусский народ хочет. Пока, ну, тут социальный контракт действует, да, власти авторитарные, на другой стороне социальный контракт есть. Ломает куски социального контракта, но до сих пор это действует, если это сравниваем с Украиной, например, да. Поэтому я думаю, что это будет очень важно, кто и каким образом вот народ, белорусский народ тянет до этого. И как бы, если белорусские власти не будут против какой-то формы транспарентности, что касается этого процесса, я думаю, что народ тоже должен иметь какой-то, ну, не право, а возможность высказывать каким-то образом, какие политические системы просто будет или выгодно для Беларуси вот этих сегодняшних условиях. Поэтому это, еще раз, это вопрос следующих 5, 6, 7 лет. Посмотрим, но это такая национальная идея, я думаю, что который просто должен заинтересовать целый народ. 2 коротких вопроса, 2 коротких ответа на заключение. Как ты считаешь, вот ты сказал, что все-таки внимание к выборам со стороны России будет. Возможно ли появление пророссийского кандидата? Я думаю, что нет. Нет, я думаю, что не будет такого. Ну и вот говорят, что сейчас во время встречи на Валааме там закончится она тем, что Лукашенко сдаст суверенитет, независимость страны. Я думаю, что это тоже так не будет, но будем смотреть. Балаш Ярабик, політолог, експерт фонда Карнегі, Зміцер Лукашук. Слухайте і глядзіце нас. У нас шмат цікавых эфіраў яшчэ сёння.
Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радіорація 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу о 18, а «Петарду» о 20. Нон-стоп наш эфир доступны у интернете по адресе euraradio.fm и euraradio.by. Слухай «Еўрарадыё» праз спадарожнік «Астра 4А». Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Долучайся до нас у социальных сетках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.